Друзья, вчера посмотрел видео матерого пропагандиста Леонида Млечина, который высказывался по поводу не сформировавшегося арабского палестинского государства. И с этим трудно не согласиться с его аргументами, потому что, да, на самом деле арабские страны, которые находятся вокруг Палестины, вокруг сектора Газа, они не хотели сформировать арабское палестинское государство. Им нужен был просто инструмент по давлению на Израиль, на США, на Запад. И, все как бы нормально. Два таких вопроса возникает. Почему ранее никогда Леонид Млечин не возвращался к этой теме, не обсуждал ее, хотя человек уже к 70 годам, взрослый человек. Никогда я что-то не слышал от него. Пару недель назад я услышал от него, что как формировалось израильское государство, и что оно законное, что оно имеет на это право, евреи имеют право на свое государство и так далее. Дело в том, что на России антисемитизм, исламофобия, чеченофобия, а теперь и украинофобия являются обязательным условием для любого воинства, для ФСБ, для всех их спецслужб. Не соответствующий этим фобиям человек фактически у них является предателем. Это 100%. И теперь вот такие вот вещи он заявляет. Я задумался, почему. И пришел к выводу после просмотра этого ролика, где он говорит: да, в этом виноваты арабы. Да, я тоже утверждаю, что в этом виноваты арабы, что не было сформировано палестинское арабское государство. Но не только арабы. За арабами стоял СССР. И все эти террористы, Хамас, даже иранские террористы, иранские ядерщики, они все говорят на русском языке. Их обучали, готовили против американского империализма и их пособников Израиля в Советском Союзе. Мы это все прекрасно помним и знаем. И сейчас, понимая, что проект арабского палестинского государства закрыт, и его больше не будет, об этом четко и ясно заявил Дональд Трамп и Нетаньяху, эти люди пытаются, ФСБ пытается снять с себя ответственность, снять ответственность России и переложить всю вину только лишь на арабов. Поэтому я решил записать это видео, чтобы сказать вам, что не верьте лести. Лесть – это их самое сильное оружие. Ранее они не были замечены в поддержке Израиля. Израиль для них зло, как они постоянно твердили, и как нам, всем жителям Советского Союза и сегодня российская пропаганда навязывает нам мысль, нарратив о том, что Израиль – это малая сатана, США – большая сатана. И сегодня, когда Млечин об этом говорит, с одной стороны, мне приятно, что они пытаются увиливать, и что Израиль наконец-то, будем надеяться на это, заживет мирной жизнью, о котором он уже столько лет мечтает, десятилетиями мечтает. Но при этом нужно всем напомнить, что вот эти все ФСБшники и КГБшники делали все, чтобы десятки, сотни тысяч людей гибли в Палестине. Финансировали, вооружали. И не забывайте об этом. Некоторые проживающие в России евреи, которые, на мой взгляд, просто такие откровенные еврейские кадыровцы, должны понять, что без вашей родины, без вашего флага вы в этом мире никто. Вы не нужны русским. Вы не там и не тут. Поэтому будьте со своими. Ам Израиль хай. Ам Ичкерия хай. God bless America.